Главные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Новый модульный сад открылся в Симферополе. 75-летней Веледой Бекировой негде жить. В Симферополе несколько семей по программе завершения строительства индивидуального жилья получили единовременную материальную помощь. Подписание соглашения о взаимодействии в области инновационного предпринимательства между Советом министров Республики Крым и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере состоялось сегодня в Совете министров. Мы понимаем, в каком положении находится бизнес на территории Республики Крым. И вот сегодня для, так сказать, наших крымских бизнесменов, инициативных предпринимателей открывается новое окно возможностей. Коллеги, я уверен, что здесь люди присутствуют, которые уже изучили возможности фонда. Ну и наша с вами задача в дальнейшем, то есть позиционировать фонд как инструмент, который позволяет на сегодняшний день влиять на ситуацию, помогать субъектам малого и среднего бизнеса, то есть в данном случае получить меры поддержки. А задача органов власти, действительно оказывать содействие фонду таким образом, чтобы все деньги, которые выделяются государством на эти проекты, доходили до конечного потребителя, и по сути способствовали реализации этого проекта. Так что, Сергей Иванович, спасибо вам большое за вашу позицию. Уверен, что мы с вами еще подработаем. Мы договорились сегодня, наметили ряд предложений, то есть совместно проработаем, потом доложим президенту страны и руководству правительства, то есть варианты решений по отдельным вопросам, которые касаются исключительно Республики Крым. Новый модульный сад открылся в Симферополе при школе номер 25. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Республики Крым Сергей Аксенов. Асан Абибулаев расскажет о новом детском саде. Давайте, коллеги. Ура! Глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что главной ценностью подобных детских садов является быстрая сборка, которая занимает около 3-4 месяцев. До конца года планируется открыть еще 4 дошкольные группы общеразвивающего вида на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Очень прилично, хочу поблагодарить подрядчиков. И не стыдно в данном случае и родителям, и детям приходить в такое учреждение. На мой взгляд, это знаковая ситуация. Тут и рабочие места, и, соответственно, конечно, родители получают свободное время больше заниматься своими делами, а дети под хорошим надзором, хорошие педагоги. Так что практику продолжаем. Город Симферополь номер 1 в повестке дня. Открытие модульных детских садов проводится согласно программе Министерства образования Республики Крым. Глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев отметил, что подобные модульные детские сады сделаны согласно всем нормам и стандартам, которые необходимы для воспитания детей в дошкольных учреждениях. Я думаю, что в ближайшие, не буду опережать, 5 лет мы решим вопрос по детским садам. Хотя, если нам поддержит еще федеральное, обещали, когда приезжал вице-премьер, то, наверное, быстрее. Поддержим с вас земельный участок. Да, мы сделаем. Родители разделили с нами свои впечатления и очень рады предоставленной возможностью отдать своих детей в современный новый модульный детский сад. В этот детский сад идет мой ребенок. Девочка, зовут ее Катя. Мы очень рады этому событию, благодарны всем за организацию такого мероприятия, за постройку такого замечательного садика. Мы просто безмерно благодарны. Всем огромное спасибо. Долго этого ждали, когда наших деток наконец-то примут в детский сад, но наконец-то мы этого долгожданного момента дождались. Очень красиво, тепло, уютно, по-домашнему. Думаю, моим детям здесь понравится, я буду за них спокойна. Проблему нехватки детских садов власти республики собираются решить до 2020 года. К этому времени в Симферополе планируется построить 8 детских садов. Дошкольные учреждения, рассчитанные на 260 мест каждый, появятся в микрорайонах Загородный, Марина, Петровские высоты, Белая 2, по улице Хайри и Мирзаде, Уркуста и Балаклавска. Еще один сад-ясли на 120 мест собираются открыть в микрорайоне Новониколаевский. Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет». Джанкойский городской совет принял отставку своего председателя Александра Кульнева. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной сессии Джанкойского горсовета. Рассмотрев заявление председателя Джанкойского городского совета Кульнева Александра Валентиновича о сложении полномочий по собственному желанию, городской совет решил принять его отставку. Говорится в решении горсовета. Исполнять обязанности председателя Джанкойского городского совета поручено заместителю председателя Сергею Дорошенко. День участкового отмечает сегодня Россия. События не обошли и в Симферополе. Как поздравляли участковых полиции, знает Гульнара Каримова.
29-летний Эльдар Шабанов работает участковым в Симферополе уже 7 лет. Утверждает, хотел работать в правоохранительных органах еще со школьной скамьи. Да, мечтал я с самого детства, что буду работать именно в органах внутренних дел. Так получилось, что начал работать участковым уполномоченным. Мне эта работа очень понравилась, и я решил дальнейшую судьбу и профессию оставить именно в отделе участковых уполномоченных. А своим коллегам я желаю от чистого сердца здоровья, благополучия и карьерного роста. На торжественном собрании лучшие участковые города получили почетные грамоты Симферопольского городского совета, администрации Симферополя и своего управления. Капитана полиции Пескун Анастасию Александровну, старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции. Осман Ильясов работает правоохранителем уже 2 года. Сегодня он получил свою очередную почетную грамоту и поздравил всех коллег с праздником. Награда не первая, уже там вроде 4-я или 5-я. Получил за хорошую работу, в общем, за доверие населения и за оказание помощи им. Коллегам хочу пожелать здоровья, хорошего настроения, побольше бывать с семьей, побольше выходных. Поздравить правоохранителей с профессиональным праздником прибыли молодые исполнители крымской столицы. Гульнара Каримова, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». 75-летней Виледе Бекировой негде жить. Еще недавно она с дочерью жила в общежитии, однако комнату у них забрали. С этим вопросом женщина обратилась к председателю Госкомнатса Зауру Смирнову. Помогут ли женщине решить ее вопрос и не останется ли она на улице? На этот вопрос ответит в своем сюжете Сабрия Халиляева. 75-летняя Виледе Бекирова сегодня пришла на прием граждан с жилищным вопросом. Женщина рассказывает, она уроженка Ялты. В годы депортации лишилась жилья. На протяжении многих лет она со своей дочерью и 2 внуками жила в одной комнате площадью 12 квадратных метров в аварийном общежитии «Звездочка» в Ялте. Недавно ей, как депортированной гражданке, выдали участок в селе Белоглинка, но при этом женщина лишилась комнаты в общежитии. Построить дом на новом участке у Виледе Ханум нет возможности. Я просто прошу уже, чтобы мне помогли. Хотя бы в 75 лет уже перед смертью какую-то я крышу имела. Анжела Смаилова пришла на прием с подобным вопросом. Женщина с мужем и 2 детьми арендует времянку у знакомых в селе Петропавлов, так как своего жилья нет. Ну это как бы знакомые нам как помогли. И вот мы живем, платим только за свет, только и вода своя, как бы там колодец. Ну, дом находится в таком аварийном состоянии, что там как бы... Ну так что где-то подремонтирует муж, чтобы там крыша не текла, там что-то такое. Печное отопление у нас. Вот, газ-баллон. Ну, если бы дали бы землю, я бы хоть что-то построила бы. В свою очередь Заур Смирнов отметил, что в республике на данный момент реализуются несколько социальных проектов, такие как выкуп жилья, предоставление материальной помощи застройщикам. Работают также над выделением земельных участков. Мы, конечно же, в этой части помогаем муниципалитетам. Те финансовые средства, которые мы направляем на выкуп жилья, на оказание материальной помощи, в первую очередь, конечно же, должны быть адресованы именно тем людям, тем категориям, которые особо в этом нуждаются. И, конечно же, здесь нужно полностью полагаться сейчас на действия властей, потому что выработан определенный порядок, выработан алгоритм работы с реестром, с земельными массивами. Напомним, единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья оказывается гражданам из числа реабилитированных народов Крыма в рамках реализации соответствующей госпрограммы. Прием граждан председатель Госкомнатса осуществляет дважды в месяц, в первый и третий четверг месяца. Прием ведется только по предварительной записи по телефону 540-177. Сабрия Халиляева, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». На пороге зима. Отопительный сезон уже начался, однако не у всех есть возможность отапливать свои дома углем и дровами. Жительнице Сакского района была оказана помощь со стороны председателя организации «Инкишаф» Искендера Белялова. Подробнее в сюжете Диляра Шевкетовой. Здравствуйте. Здравствуйте, мои добрые люди. Ирина Геркардовна, здравствуйте. Как ваше здоровье? Вот такой.
Такими словами встретила гостей жительница села Молочное Ирина Корнельсон. Сегодня она получила помощь к отопительному сезону – 1,5 куба дров и 1 тонну угля. Пожилая женщина обратилась в отдел межнациональных отношений администрации Сакского района с просьбой решить проблему газификации дома. Отдел, в свою очередь, попросил общественную организацию «Инкишаф» оказать содействие и обеспечить человека теплом. Деятельность этого объединения распространяется не только на территории района, результаты его работы видны и не только на территории района, но вот отзывчивость этих людей сегодня вот решила эту такую очень важную, очень большую проблему для этого человека. На дворе холодно, идет зима, поэтому нужно было решить эту проблему поскорее. Представители организации «Инкишаф» в лице Искендера Белялова не остались равнодушными и помогли пенсионерке. Конечно, от этого тоже у тебя на душе становится легче, теплее. Ты знаешь, что ты нужен для людей, что ты можешь людям чем-то помочь. По словам Искендера Белялова, в этом участвовали все члены организации «Инкишаф». Инкишаф помогает и крымским немцам, и крымским армянам, грекам и так далее, и русским. То есть сегодня организация не ставит для себя вопрос национальности. Ирина Корнельсон проживает во Времянке, поскольку обогревать основной дом нет возможности. Отопление в помещении печное. Говорит, что теперь ей не придется бегать по окраине и искать хворост и щепки. Ваша боль – это наша боль. Мы, крымские татары, очень близко воспринимаем таких людей, которые находятся в таком вот состоянии. Салумыз Искендер Бей. Со салом у нас. Пожилая женщина рассказала, что неоднократно обращалась за помощью к властям и в разные инстанции с вопросом подведения газа к дому. Ведь газ в селе проведен. Семья Ирины вместе с остальными немцами была депортирована из Крыма в 1941 году. В прошлом году она получила справку о реабилитации, которая ей дает право на получение компенсации. Они мне насчитали 110 тысяч. Я где такие деньги возьму? Значит, когда я все эти 110 тысяч уплачу, тогда мне 50% только дадут. Ирина Корнельсон получает пенсию около 9 тысяч рублей. Признается, сэкономить ей не удается. Тем не менее, она надеется, что вопрос отопления дома решится в скором времени и обращается ко всем за помощью. Хочу, Юрий Константинович, если вы это, пожалуйста, помогите мне. Я все-таки немка, чистая немка. Помогите мне. Мне 80 лет будет через полмесяца. Поможет. Я думаю, поможет. И он поможет, и мы поможем все это сделать. В свою очередь, Искендер Белялов обещал оказать содействие и помочь человеку, попавшему в тяжелое положение. Я думаю, мы приложим вместе с Алией Юсуповной, все приложим усилия, чтобы этой бабуле провели газ. Я обращусь и к Гемпелю, это председатель национальной культурной автономии немцев, чтобы они тоже обратили внимание на ситуации, в которой находится вот эта женщина. Я думаю, они тоже... Сегодня в Москве продолжает свою работу 20-й международный конгресс на телевидении «Уравнение с тремя неизвестными. Регионы, реклама, измерения». Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проводится с целью содействия развитию информационной среды, формирования современной отечественной телевизионной отрасли. В рамках мероприятия проходят пленарные заседания секций, дискуссии, круглые столы на актуальные темы развития телерадиокомпаний. Сегодня в конгрессе принимают участие видные деятели российского телевидения, президент НАТ Эдуард Сагалаев, генеральный продюсер телеканала «Москва-24» Алексей Вершинин, известная российская телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман. Напомним, в конгрессе принимают участие представители телерадиокомпании «Милет». В Крыму только 9% медицинских учреждений всех форм собственности работают по лицензии. Из-за низких темпов процесса лицензирования был установлен новый срок окончания оформления документов до 1 октября 2017 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и Севастополю Василий Климов. Изначально предполагалось, что медицинские организации Крыма должны получить лицензии до конца этого года. Однако показатели получивших лицензию не радуют. В итоге было принято решение продлить сроки. По данным Росздравнадзора, около 1500 медицинских организаций подали заявки на осуществление деятельности на оказание услуг. Подведомственных Минздраву Крыма лицензии получили. Я могу сейчас точную цифру не сказать, потому что это процесс постоянный. Порядка 20 медицинских организаций. Частные формы собственности несколько больше, порядка 150 учреждений.
Вот. Такая же ситуация примерно в Севастополе. В Севастополе ни одно государственное учреждение не имеет лицензии. Вот. Частников там тоже достаточно маленькое количество. Начальник Росздравнадзора Василий Климов призвал руководителей медицинских организаций не тянуть с лицензированием, так как очередного продления сроков не будет. За временные обязательные нарушения предусмотрен минимальный штраф в размере 100 тысяч рублей. В ходе пресс-конференции также затронули вопрос контроля качества лекарственных средств на полуострове. По итогам проверки качества медикаментов, которые реализуют в аптеках полуострова, поддельных лекарств не обнаружено. Проанализировали 756 серий лекарственных средств неразрушающим методом, из которых 33 показали неудовлетворительный результат. И 204 серии лекарственных средств были уже проанализированы лабораторным анализом на полный контроль качества в соответствии фармакопейным статьям, то есть по всем показателям. Мы поинтересовались мнением крымчан о качестве и доступности цен на лекарственные препараты. Многие из них жалуются на высокие цены медикаментов, которые значительно выше, чем в других регионах России. Часто болеем, потому что очень много внуков, и покупаем очень часто лекарства. Но стараемся привозить с материка, потому что там цены намного дешевле. Лекарства беру только аналог отечественного производства, тот аналог импортный, потому что дешевле. Я, в принципе, не болею, но мама, да, как бы пенсионерка, много лекарства уходит на лекарства. Дороговато. Честно говоря, не очень устраивает. Те, которые недорогие, не очень качественно действуют, а те, которые качественные, стоят недешево. Сейчас готовится проект постановления правительства Российской Федерации, который предоставит производителям лекарств самостоятельно, без согласования с Минздравом и Федеральной антимонопольной службой, устанавливать цены на дешевые до 50 рублей препараты, внесенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». В Симферополе несколько семей по программе завершения строительства индивидуального жилья получили единовременную материальную помощь. Наша съемочная группа встретилась с жителями и узнала, на что они потратят выделенные средства. Житель микрорайона Акмечеть Сейтниби Зиядинов с 1995 года и по сей день строит дом. Сейчас в нем нет необходимых условий. Стены не проштукатурены, а полы бетонные. Условий таких особых нету. Спальни не готовые, спим мы все в зале, в одной комнате. Ну, кухня только поштукатуренная. После обращения в Госкомнадс в течение месяца Сейтнибибею сообщили о выделении материальной помощи в размере 200 тысяч. Теперь хозяин дома планирует купить стройматериалы и улучшить жилищные условия. Утеплители, спальни сделать, там потолков даже нету еще. Видно крышу. Ну, создать себе условия, чтобы у сына своя комната была, у нас, как бы говоря, где спать. Помощь на завершение строительства получит и Айше Лятифова. Она вместе с невесткой и 2 внуками проживает в Каменке. Вся семья ютится в маленькой времянке. На выделенные средства в первую очередь планирует провести паровое отопление. Нет еще парового отопления, нету крыши. Ну, крыша есть, потолков нету дверей. Вот на эти деньги я постараюсь купить и построить и жить с семьей. Айша Ханам на протяжении 12 лет обращалась во все инстанции за помощью. И только теперь ей помогли. Она благодарит всех, кто посодействовал в оказании помощи. Я очень благодарна нашим молодым специалистам по отделу межнациональных отношений во главе Мамедиева Эмиля и его команды. Они очень грамотно подошли к делу. И вообще всем благодарна. И Аксенову, и Смирнову, и Бахареву. В текущем году в рамках программы по завершению строительства индивидуального жилья данную помощь получили 150 семей из числа реабилитированных народов Крыма. В следующем году еще 120 семей получат средства на достройку жилья. Султания Сидакаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». День студента отмечают сегодня во всем мире. По традиции в этот день в Крымском инженерно-педагогическом университете выбирают студента года. Хореография, вокал, актерское мастерство. Студенты старались проявить свои лучшие качества. Наблюдать за ярким зрелищем удалось и нашему корреспонденту Султане Меджид. Смех,
смех, музыка, танцы, веселье. Так в актовом зале Крымского инженерно-педагогического университета прошел ежегодный конкурс «Студент года». Всего в конкурсе приняли участие около 30 студентов, представляющие различные вузы Крыма. Начальник управления по делам молодежи Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин подробнее рассказал о конкурсе и отметил его важность. Это конкурс творческий, конкурс, который помогает студентам социализироваться, конкурс, который позволяет им проявить свои качества, которые, может быть, они не используют в своей основной учебной деятельности. Конкурс проходит по разным номинациям: творчество, спорт, общественное объединение, общественная деятельность. И поэтому этот конкурс, как я уже подчеркнул, в первую очередь призван для того, чтобы помочь молодому человеку, студенту проявить свои качества, которые он не использует в учебе. Нияз Фазылов – студент Крымского федерального университета. Он принимает активное участие в жизни вуза. Сегодня вместе с командой представлял на конкурсе интересы своей организации – студенческое научное общество Крымского федерального университета. Мы приехали на это мероприятие с целью показать нашу организацию. Наша организация – это студенческое научное общество Крымского федерального университета. Мы занимаемся популяризацией научной деятельности среди студентов. Мы проводим ряд мероприятий, таких как бизнес-клубы, дебатные клубы, тренинги, форумы. Принимаем активное участие в экспедициях не только на территории Российской Федерации, но и в других государствах. Сегодня мы хотим рассказать о нашей организации побольше, показать основные направления ее деятельности. Крымский инженерно-педагогический университет представил студент 4-го курса Александр Черных. Он рассказал, что за годы учебы в университете открыл для себя много нового. Александр рассказал об идее своего номера. Очень волнуюсь. Конечно, переживания есть внутренние, но у меня замечательная команда, которая мне поможет в этом. Наш номер заключается в том, мы хотим показать линию жизни с 39 по нынешнее время, как переживал народ того времени, какие у них были чувства, переживания, и как сейчас, как все поменялось, как те воины, которые были в то время, стали ветеранами, и как они сейчас себя чувствуют, как они ощущают ту поддержку молодежи. Родные, близкие и друзья пришли поддержать конкурсантов. Они с интересом наблюдали за выступлениями и с удовольствием поделились своими эмоциями. Мне все очень понравилось, я осталась под впечатлением. Было очень много разнообразных номеров, участники выступили достойно. Я желаю им всем удачи. Пришли с одногруппниками поддержать своих, факультет искусств. Нам в целом очень все понравилось, было много выступлений, много конкурсантов. Очень красиво ребята выступают, очень интересно. Хотелось бы больше таких концертов. Пока представители судейского состава подводили итоги, для гостей и конкурсантов выступили студенты факультета искусств Крымского инженерно-педагогического университета. Победителем в номинации «Общественный деятель» стал студент Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Каменюк. Во-первых, мы посмотрели, что, как всегда, наша крымская земля богата на талантливых людей, на спортсменов. И также те люди, которые хотят себя проявить, узнать, что для них что-то проводится, что они не живут в одном университете, а на территории Крыма, на территории Российской Федерации проводится очень много мероприятий, в которые нужно участвовать, нужно продвигать бренд Крым, чтобы все знали. И так приезжаешь, Крым наш, а мы говорим Крым наш. Поэтому, чтобы все знали, что Крым – это такой большой субъект, который может показать все, на что он способен. Напомним, конкурсанты представляли свои способности в 4 номинациях. В каждой номинации было 3 призовых места. Все участники были награждены почетными грамотами, а призеры – памятными подарками. Султания Меджид, Рамазан Аливапов, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Многие уверены, что научиться читать священную книгу мусульман Коран очень сложно. Однако этот миф с легкостью развенчала Айша Акеева. Несмотря на диагноз ДЦП, девушка с большим рвением посещает исламские курсы при мечети и учится читать Коран. С ней познакомилась наш корреспондент Фадиме Ситмамут. Истинные мусульмане считают мечеть своим вторым домом. Айша Ханым является одной из нравственных мусульманок, для которой дом Аллаха также стал местом успокоения души в суете беспрерывных проблем и беспокойств. Героине нашего сюжета 39 лет. Уже более 25 лет она вместе с родителями проживает в поселке Красногвардейск. Год назад у нее появилось желание научиться читать Коран. Преподаватель религиозных курсов Хайруниса Яглыева с восторгом вспоминает, как это было. Яныма, айта
В один день она мне сказала: «Хайруниса ханым, я хочу научиться читать священную книгу мусульман. Как вы думаете, осилю ли я это?» Я посмотрела на нее и спросила, хочет ли она научиться читать Коран, на что она мне ответила, что очень хочет. Мы решили начать. Но я такая строгая учительница, никаких снисхождений нет. Если человек хочет учиться, он должен стремиться к достижению своей цели. У Айши Ханым диагноз детский церебральный паралич. Она с трудом разговаривала и поэтому не решалась пойти учиться Корану. Девушка всегда хотела научиться читать и писать по-арабски. Любовь к этому языку Айше привил ее дедушка. Хайруниса Оджа говорит, на первые занятия отец Айши Ханум привозил ее на инвалидной коляске. Спустя некоторое время девушка нашла силы передвигаться сама. Коран – это необычная книга. В священной книге мусульман – исцеление всех недугов. Когда я слушаю, как она читает по-арабски, я отдыхаю, несмотря на то, что она плохо разговаривает или стесняется. В каждой ее букве есть нечто хорошее. Не знаю, как вам объяснить, словно это ее отдельный мир. Я подсаживаюсь к ней ближе и заслушиваюсь. Пусть даже она не читает как хафизы, я считаю, что в ее состоянии суметь читать – это просто подвиг. Заветная мечта Айши Акеевой сбылась. Сегодня она читает Коран. Недавно Айше Ханам начала уверенно ходить и перестала избегать людей. Признается, главное не сдаваться и твердо идти к поставленной цели. А месяц назад в жизни Айши Ханум произошло еще одно счастливое событие. Она вышла замуж. Фатиме Сейтмамуд, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних новостей. До завтра.